Первую женщину, доктора исторических наук в Осетии, участницу 8 международных симпозиумов, историка-этнографа профессора Зинаиду Гаглоеву по случаю столетия вспоминали в Юго-Остинском государственном университете. Памятные мероприятия по случаю юбилея великого ученого начались с Юго-Остинского государственного университета научно-практической конференции. От имени ректора ЕУГУ Вадима Тедеева собравшихся поприветствовала проректор по научной работе ЕУГУ Лана Гаглоева с пожеланиями плодотворной работы, дав старт работе конференции. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, наши дорогие студенты. Я в первую очередь хочу поприветствовать собравшихся от имени ректора Юго-Остинского государственного университета Вадима Бутазовича Тедеева. Очень теплые слова о Зинаиде Давидовне произнес и попросил меня передать их сегодня нашим собравшимся и в первую очередь нашим студентам. И сказать им, что Зинаида Давидовна является ярким, идеальным примером выпускника нашего института, в прошлом университета, сейчас. Стремитесь быть такими же, как она. Старайтесь достичь таких же высот в науке. И его слова благодарности организаторам нашего сегодняшнего мероприятия. От себя лично хочу сказать, что у меня у самой очень теплые детские воспоминания о Зинаиде Давидовне. Она была действительно человеком с большой буквы во всех отношениях. Я сама очень рада тому, что мы сегодня собрались, будем говорить о ней, будем вспоминать ее. Добрая, трудолюбивая, разносторонняя Зинаида Гаглоева совмещала научную работу с общественной. Не оставаясь равнодушной ни к одному вопросу, отмечали в своих выступлениях все, кто знал и работал бок о бок с ученым. Наше общение с Зинаидой Давыдовной началось очень давно. Я приезжала и, будучи не работником института, научного института, я все время с Зинаидой Давыдовной ездила в экспедиции. Лет 10, я вам хочу сказать, лет 10 мы ездили, у нас был вопросник очень хороший, для меня тоже она составляла вопросник, что-то я тоже записывала. Я поражалась ее трудоспособностью. Круг ее интересов был обширен. Зинаида Давыдовна интересовалась религиозными воззрениями осетин, интересовалась земледельческой культурой. Много вопросов она охватывала. Но ее диссертация, кандидатская диссертация была посвящена очень интересному Ногбу, Новый год в Осетии. И я хочу сказать, что из всех этих ее работ это самая такая работа очень интересная в плане и сбора полевого материала. Очень интересная работа. Очень больно говорить о ней, хотя вот столько лет прошло. И всякий раз, когда иду мимо научно-исследовательского, мне хочется ее увидеть перед ступеньками. Потому что для меня научно-исследовательский институт был представлен этой женщиной прежде всего. Я хочу поздравить наш народ, когда женщина становится хранителем. Это редкость огромная, и обычно мужчины пытаются сохранить, пытаются обласкать историю свою предыдущую. А Зинаида Давидовна, она не просто говорила с нами о том, что было, она еще нацеливала нас на то, что могло обогатить нас, и диапазон ее интересов был очень широкий. Зинаида Давыдовна была исключительной во всех своих проявлениях, поэтому земной поклон вам всем за эту возможность вспомнить ее. Научные труды Зинаиды Гаглоевой привлекают современных студентов специальности история. На конференцию были вынесены научные работы студентов, анализ Зинаиды Гаглоевой, этнографии осетин в трудах Абаева, тема Цекура Эфердек Бусина желаний, значение ритуальных пирогов и наговоров на воду, которые вызвали интересы обсуждений у собравшихся. Хочу остановиться на этнографии осетин в трудах Абаева, которая была проанализирована Зинаидой Гаглоевой. Изучая этимологию осетинских слов, Абаев приводит много этнографических сведений.
Согласно исследованиям, у осетин очень много унаследованных от древнеиранского языка слов. Фэнг – маленький столик на 3 ножках. Общее индоевропейское название корабля «Нал», которое свидетельствует об известии предкам осетин средств передвижения по воде. Алутон – пиво особого сорта. Под действием словесного табу исчезло из языка, и вместо него появилось слово «багана». Помимо языковых параллелей затрагиваются фольклор, как основа сохранения исчезнувших слов. Большое внимание уделяется осетинской мифологии, а также материальной культуре. В трудах восстанавливается картина социального строя у осетин. Очень подробно рассматриваются кровнородственные семьи, род. Именно это направление Зинаида Гаглоева более подробно пыталась рассмотреть в своих статьях. Благодаря этнографическим исследованиям в настоящее время осетины имеют возможность сохранить и передать потомкам различные традиции и обряды. Об одном из таких обрядов более подробно рассказывает Зинаида Давидовна Гаглоева в своей работе «Составные элементы праздника Ногбун». Празднование Нового года Ногбун у осетин в прошлом сопровождалось разнообразными верованиями и обрядами. Ногбун дословно означает «новый день». Приготовления к встрече Нового года, как правило, начинались задолго до праздника. Еще осенью при сборе нового урожая каждая семья откладывала определенную часть зерна, предназначавшегося на выпечку новогодних ритуальных хлебов, приготовление пива и прочего. Осенью же выделялось жертвенное животное, за коим следил сам глава семьи. Накануне Нового года в каждой семье шли большие приготовления к празднику. В послеобеденное время прекращались всякого рода работы и начинали совершаться один за другим различные обряды. По окончании ужина под Ногбун хозяйка принималась за выпечку пирогов. Первым долгом она выпекала большой пирог, который назывался артхурун. По словам ряда информаторов, этим пирогом семья давала клятву жить в таком же единстве, как этот пирог. В таком случае в слове «артхурун» «арт» клятва, а «хур» «харен» есть. По мнению же других информаторов, осетины выпекали этот пирог в честь огня и солнца «арт эма хуренобл». Форма пирога сама напоминала солнечный диск со сходящимися из центра лучами. По обычаю пирог выносился и делился при восходе солнца, причем глава семьи перед разделом пирога 3 раза поворачивал его вправо, что может быть объяснено как подражание движению солнца. Цикурай фардык – это предание о змее, которая держит его во рту. Цикурай фардык. Под Ногбун, прежде чем садиться за праздничный ужин, глава семьи в сопровождении детей отправлялся в хлев. С собой он брал 3 пирога, 3 свечи, бутылку водки и в маленькой миске масло. Поздравив свой скот с наступающим Новым годом, он мазал спину маслом, выражая при этом пожелание, чтобы они были жирными, как это масло, и возвращались домой. После совершения этих обрядов в семье, которая была цикурай фардык, что дословно означало буса, исполняющая все просьбы человека, готовили жертвоприношения в честь нее. Буса эта была различных цветов. Цикурай фардык бывала яйцевидной формы, намного меньше яйца. Ночью блестит, будто в середине нее горит свечи. Цикуру нельзя насильно отнять у змеи. Чтобы овладеть ею, следовало бросить перед змеей кусочек красной или синей материи. Тогда змеи отставляли бусу на материи и сама уползала. Если же отнять бусу насильно, отнявший должен перейти реку. В противном случае змея догонит его и отнимет свою бусу. Когда находили бусу цикура, то чтобы провести обряд, клали ее в дерево, и оставляли там на год. Если в течение года дерево сохло, бусу считали неблагополучной и оставляли ее там. В противном случае семья в честь нее готовила кувинакта и торжественно вносила ее в дом. Ее заворачивали в вату, клали в ящик и относили в кабиц, где и прятали в прямом углу восточного дома. Обобщая научную деятельность Зинаиды Гаглоевой, в область ее интересов входили хозяйство и материальная культура осетин, а также их религиозные представления. Кроме того, занималась изучением происхождения осетинских фамилий. А в 2005 году увидела свет ее известная монография «Ирон Меккекта. Осетинские фамилии». Пришло письмо от коллег из Московского института этнологии и антропологии и этнологии имени Миклуха Махлая. Вот эти слова, вот еще раз, что вот
Сегодня ее имя вошло в сон великих представителей отечественной гуманитаристики. И вот мы по праву можем гордиться. Дай Бог, чтобы вот наши мероприятия вот эту волну подняли бы, и во имя чего трудились наши старшие, и мы говорим, что опустела ниша, вот чтобы эта ниша заполнилась, и чтобы молодые наши, поросль наша молодая, чтобы она вошла в фарватер этих исследований и продолжила бы заниматься своими и родом, и традициями, и, конечно, языком. Я, к сожалению, мало застала такого живого общения, но даже это общение мне было достаточно. Первое мое знакомство произошло, когда я стала заниматься дипломной работой своей. По воле случая попала к ней. Узнав, чья я внучка, вот первые ее вопросы, первое ее направление было «Кома в бакусай». Мама мофахудиноккана. И мне было так стыдно. И она заставляла приходить, давала материал, делилась своими мыслями, направляла. И вот настолько она грамотно и мягко это делала, что мне понравилось быть историком. Ее действительно не хватает, как сказала уже Аза Багратовна, как и многих других именитых ученых, которых уже нет с нами. Но память о них будет жива в наших сердцах. Она была толерантной ко всем, уважительно относилась ко всем. Чаще всего она присутствовала на выпускных экзаменах председателем комиссии. Я помню, как она мне подарила ручку свою. И с таким предложением, как бы, пожеланием. Люба, послушай, Эрнест, Хочу поблагодарить девочек я знаю, какие это девочки занятые, насколько у них нагрузка большая. И при всем при этом они подготовили совершенно прекрасные, отличные выступления. Вот даже я позволю себе от имени Зинаиды Давидовны, несмотря на то, что я не прямая ее племянница, а просто, так сказать, родственница. Потому что вот если бы она сама слышала, я просто знаю вот ее отношение к людям, вообще к молодому поколению. При этом Зинаида Давидовна говорила на совершенно потрясающем астинском языке. Я очень редко слышу такой язык. Она вот очень метафоричный был. Вы знаете, вообще историков, конечно, и много, и мало. Тут можно рассуждать по многому. Но вот, вы знаете, фундаментальность Зинаиды Давидовны, знаете в чем? Она фактически обозначила те столпы, которым астинский народ должен уделить внимание.